Вы назвали мне цифры, говорите, сейчас вот количество предметов уменьшается. Ребята, давайте честно скажем так. В лучшие советские годы в Алмате, в столице Казахской ССР, из более 1000 там, школ всего, на всю Алмату, в столице государства, носящее название Казахская ССР, было меньше 2 школ, где казахский язык преподавался как главный. О чем вы говорите? Идет просто процесс востребованности государственного языка, при этом без ущемления других языков. Это надо понимать, поэтому вопрос надо ставить в другом ракурсе. И я вам хочу сказать, что если сравнить русских советского периода, этнических русских советского периода, и если сравнить этнических русских казахского независимого периода, это разные совершенно вещи. Хотел бы откровение сказать, но я хочу сказать, что это совершенно отношение к языку, к казахскому языку, совершенно стало другим. Я не хочу сказать, что в советский период было огульно неуважительное отношение, но было прохладное, если мягко сказать, отношение, прохладное. А сейчас уважение к языку не вызывает даже сомнений. Даже, ладно, пусть это может быть имиджевая картинка, у нас сейчас масса дикторов русских или не казахской национальности, которые великолепно владеют казахским языком, виртуозно владеют казахским языком, как дикторы-презентаторы на телевидении, или в газетах, или еще где-то там и так далее. Это культура отношения всего общества к языковой проблеме. Вот в чем вопрос. Поэтому я не согласен с постановкой вашего вопроса. Я считаю, что языковая политика у нас в целом воспринимается в обществе нормально. 2 языка являются главенствующим в нашем обществе. Они имеют абсолютные одинаковые права. Я хочу сказать, может быть, в относительном измерении, может быть, казахский язык значительно подрос, потому что он сильно в советское время отставал. Он был нигде. А сейчас он встал вровень с русским языком. Вот какое изменение произошло. И это абсолютно справедливое явление. Значит, естественный процесс сужения сферы русского языка за счет роста казахского языка, то есть наверстывание идет. Это наверстывание идет не командным способом. Люди выбирают язык. Люди предпочитают, чтобы дети шли в казахский садик, в казахскую школу и так далее. Поэтому, если есть рынок, если есть спрос, рождается и предложение.